Зубры обитали в Абхазии, но были истреблены в 1927 году. Эти парнокопытные играют важную роль в поддержании экологического баланса горных экосистем, способствуя разнообразию растительности и служа пищей для хищников. В древности народы Кавказа поклонялись зубрам и считали их священными животными, олицетворяющими силы природы. Этот глубокий исторический контекст придает особую значимость текущим усилиям по реинтродукции кавказского зубра в Псхо-Гумистинский заповедник. Восстановление популяции – это не просто экологический проект, это возвращение важного элемента культурного наследия. Зубр обитал в Абхазии до 20-х годов 20-го столетия. Но в силу известных обстоятельств, в первую очередь это браконьерство, оно исчезло. И сейчас восстановление его является не просто восстановлением некого былого величия природы прошлого, а оно несет в себе очень глубокие смыслы. Во-первых, это восстановление биологического разнообразия, которое славится Абхазия до сих пор. Вторая очень важная сторона – это сторона дипломатическая, то есть взаимодействие с Российской Федерацией в части, касающейся природоохранной политики, приобретает новые смыслы и новые значения. Псхо-Гумистинский заповедник не просто так выбран местом содержания и разведения кавказского зубра. Этот уголок Абхазии с его уникальным сочетанием разнообразных ландшафтов и богатой растительностью предоставляет собой идеальную среду для сохранения и восстановления популяции этого животного. Будущий заповедник обеспечит зубрам обширные пастбища, лесные укрытия и необходимые кормовые ресурсы. Кавказский зубр, некогда практически исчезнувший вид, нуждается в особых условиях для выживания и размножения. Псхо-Гумистинский заповедник, благодаря своей относительной изоляции и минимальному антропогенному воздействию, создает благоприятную обстановку для адаптации и увеличения численности зубров. Кроме того, специалисты заповедника будут вести постоянный мониторинг состояния популяции, проводить необходимые ветеринарные мероприятия и контролировать кормовую базу. В этом с ними поделятся опытом коллеги из Кавказского государственного заповедника. Это действительно важная часть международного сотрудничества, тем более это происходит на очень высоком уровне между президентами и правительствами обеих сторон, поэтому данная инициатива должна быть поддержана и в дальнейшем реализована. Идея реинтродукции зубра в Абхазии принадлежит председателю парламентского комитета по экономической политике Резу Зантария, который в течение длительного времени ведет переговоры с Минприроды России по этой теме. Из расчета нашего опыта взаимоотношений и опыта работы, проведенной ранее, из расчета тех прожитых лет или времени, то мы понимаем, что какие могут быть нам впереди препятствия, которые мы должны преодолеть, да, так как это граница, в первую очередь, так как это сложность улова, доставки, транспортировки их сюда, помимо волевого решения, да, то нужно еще организационные моменты, которые много лежат на вашей стороне, на российской стороне, где мы просто даже если захотим, ничего не сможем сделать. Проект реализуется совместно с Министерством природы России. Согласована дорожная карта. И до конца года в заповедник планируют доставить 2-3 особи. Наши коллеги ездили в Майкоп, в частности в Гудериполь, где содержатся горные зубры в условиях вольера. Ознакомились, получили некоторые рекомендации по биологии, экологии и технических сторон. Первых зубров планируют завести в 2026 году. Об этом сообщила заместитель директора Россобветцентра Ольга Кревер. Предпочтительная численность зубров в 2026 году – 6 особей, 2 самца и 4 самки. Мы все понимаем, что это мероприятие будет, конечно, под прицельным и особым вниманием на всех уровнях власти. И мы хотим, чтобы это мероприятие было как можно более успешным. Поэтому мы бы хотели сразу, и об этом мы в рабочих беседах с вами разговаривали, определить цель на ближайшую перспективу. Ее мы определили горизонтом 30 года. И эту цель предлагаем вам озвучить как создание полувольной группировки горных зубров в Псхо-Гумистинском заповеднике и рост численности группировки зубра в Республике Абхазия в течение последующих 10 лет, то есть горизонт 1936 года, не менее чем до 50
особей. По заключению специалистов, популяция зубров в Кавказском заповеднике на сегодняшний день может составлять около 1400 особей. Рост популяции косвенно подтверждает освоение зубрами новых территорий в границах заповедника. Ученые подчеркивают, что в перспективе рост численности может привести к расширению ареала зубров и их выходу за пределы Кавказского заповедника. Вы знаете, у нас ландшафт полностью соответствует Кавказскому заповеднику. Единственное, что на этом месте нет альпийских лугов, но на самом деле они полянки найдут себе для того, чтобы кормовая база у них хорошая, есть и веточный корм, есть и вечно зеленые, то есть ландшафт полностью подходит. И главное, что хорошо, что есть у вас территория дальше, куда можно выпускать его вольно. По итогам встречи Госкомитет Абхазии по экологии и Министерство природы России подписали протокол первого заседания рабочей группы по передаче гордых зубров в Абхазию. Кундашова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.